Дежурный по вечеру Максим Полетаев. Итак, друзья, как и было обещано, начинаем с полезной сегодня информации. С огромным удовольствием представляю вам директора по клиентскому обслуживанию, по клиентскому опыту и обслуживанию клиентов Первого цифрового МБанк Максим Клинченко. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, Максим. И пиар-директор МБанка Асель Бакеева. Асель, добрый вечер, рад приветствовать. Несмотря на то, как мы красиво выглядим все, друзья, собрались мы сегодня по не самому приятному поводу. К сожалению, наоборот, даже, как я вот сейчас с вами понял, учащаются случаи самого разного рода мошенничеств. А какие сейчас вообще основные виды, какие, скажем так, уловки используют злоумышленники? Во-первых, я хотел бы обратить внимание уважаемых зрителей на то, что мошенники используют достаточно распространенные методы социальной инженерии и в первую очередь воздействуют на состояние человека под видом какой-то угрозы. То есть любой случай мошенничества, который практически происходит, самые частые, которые у нас есть, я подготовил здесь статистику, они связаны так или иначе со страхом и воздействием именно на какие-то болевые точки человека, которому мошенники звонят или пишут. Самые 10 распространенных кейсов, которые сейчас есть у нас в стране. Первое – это звонок якобы от сотрудников государственных органов или службы безопасности банка о том, что на человека пытаются оформить кредит. Что происходит? Человек моментально попадает в стрессовую ситуацию, в которой он начинает лихорадочно думать, пытаются оформить кредит. Причем сами мошенники ссылаются, якобы мошенники пытаются это сделать. Что происходит дальше? Запугав человека, мошенники получают доступ к его мобильному приложению банковскому. Как это происходит? Либо это происходит звонок через мессенджер, обычно это WhatsApp. После определенного воздействия на человека подключают людей, якобы сотрудников государственных органов, регулятора банковского рынка, некоторых других, прокуратуры, якобы также звонит сотрудник службы безопасности. Все это происходит на видео в том числе, и после этого человека просят включить демонстрацию экрана. То есть человек сам в WhatsApp ему прям рассказывают, нажмите кнопку, и мошенники получают доступ к экрану телефона мобильного самого человека. Что происходит дальше? Дальше достаточно мошенникам запросить в приложении на своем телефоне вход, как будто бы они забыли пароль. Приходит уведомление в СМС с кодом, и мошенники вводят этот код у себя. Таким образом, они авторизуются на своем телефоне, просто потому, что человек допустил ошибку и предоставил этот доступ. Есть второй вариант развития, когда кредит оформляется уже не самим мошенником, а когда человека побуждают, говоря: на вас пытаются взять кредит, пожалуйста, сейчас срочно мы должны взять кредит с вами вместе и вывести их так называемые безопасные счета. Слово «безопасный» здесь воздействует как обратное, знаете, как плохой, хороший полицейский. Да? Вначале человека мошенник напугал, после этого он говорит «безопасный счет», на котором все будет хорошо, все нормально. Человек сам оформляет кредит, это второй сценарий, как я уже сказал, и выводит на реквизиты, которые дал мошенник. Но по сути дела это все делает сам человек, это очень важно понимать. Мошенничество вообще это вещь, которые могут быть подвержены все, вне зависимости от уровня дохода, от уровня социального положения, страдают одинаково люди. При этом мы видим по статистике, что это, конечно же, и пожилые люди главным образом, но тем не менее попадаются люди и среднего возраста, и даже молодые люди. Обычно мошенники звонят в дневное время, когда человек на работе, он чем-то загружен, у него мозг перегружен рабочими задачами, и это дополнительно, к сожалению, ухудшает ситуацию. Слушайте, такое ощущение, будто все они брали какие-то элитные курсы по нейролингвистическому программированию, такие заядлые НЛПшники. Вы знаете, да, то есть людей, которые это делают, их обучают специальным образом, и, к сожалению, да, они прям учатся прощупывать, они очень хорошие психологи, эти люди, которые идут в мошенники, поэтому, да, это факт. Второй самый распространенный кейс, он здесь наиболее опасен. Вы продаете какой-нибудь товар. Например, на одном из маркетплейсов или классифайдов, которые у нас есть, я не могу, к сожалению, произносить название. Ну, есть у нас М-маркет, например. Нет, речь идет не про маркетплейс какой-то компании, интернет-площадки, да. Понял. Что происходит? Вы даете, например, объявление, вам пишет мошенник и говорит: я хочу купить, но я нахожусь в другом регионе, я вам оплачу, приедет курьер, заберет. И он говорит: вот вам ссылка на получение денег.
Второй сценарий этой схемы – это когда вы являетесь, не знаю, например, индивидуальным предпринимателем, продаете что-то, сертификаты, места в гостиницах, есть частные отели, что-либо еще. С вами также связывается мошенник и говорит: хочу, например, остановиться у вас в отеле или приобрести сертификат на что-то. Точно так же он присылает вам ссылку. В чем проблема этой схемы? К сожалению большому, люди в момент, когда они переходят по ссылке, не понимают, что для того, чтобы получить деньги от кого-то, не нужно никуда переходить. Не требуется вводить ничего. Максимум, что вы можете дать, это номер своей карты. Все, даже без срока действия, и уж ни в коем случае не CVV-код, который написан на задней стороне. Почему? Потому что во всех банковских приложениях, что у нас, что за границей, есть опция перевода по номеру карты. И если человек хочет, например, я, Максим, вам перевожу деньги, мне достаточно знать просто номер вашей карты без лишних каких-то данных, и я делаю этот перевод, плачу комиссию, вам на карту попадают деньги. Все, вот таким образом. Что происходит, когда вы переходите по ссылке? Опять два варианта. Либо это ссылка фишинговая, по которой мошенник просто получает ваши данные, но сейчас самый распространенный способ. Вы попадаете через ссылку на сайт. На этом сайте вас просят ввести свой номер телефона, мошенники моментально это считывают, затем вас просят ввести какие-то еще свои данные, мошенники тоже это считывают, потом вам говорят продолжить, вы нажимаете кнопку, и это инициирует отправку вам смс с кодом. И мошенник сообщает: сейчас введите для получения платежа код, который вам пришел. Вы его вводите, ну и дальше начинается развилка. Самая популярная — это опять-таки получить доступ к приложению, введя этот код, который вы получили на свой телефон, сами инициировав запрос. Мошенник этот код тут же видит, потому что вы находитесь на фишинговом сайте, и он вводит код у себя и моментально получает доступ к вашему приложению, через которое уже оформляются кредиты, выводятся депозиты или какие-то средства, которые у вас были. Следующий, третий тип. Сейчас он тоже набирает у нас в стране развитие. Начался он в России. Это звонок якобы от сотрудника телеком-оператора. Вам звонит мошенник и говорит: я вот сотрудник, например, не знаю, там Мегакома, Билайна, простите, пожалуйста, Теле2 в России и Казахстане. У вас заканчивается срок действия договора. Ну, а мы, к сожалению, практически не помним, когда у нас был заключен договор. И самое главное, мы зачастую не читаем условия договора, где написано, что он бессрочный до момента, пока вы сами не перестаете номером пользоваться, и он через 180 дней уходит в отток просто по неиспользованию. Они вас запугивают, что вы лишите сейчас сотовой связи, срочно нужно получить СМС, они сами это СМС инициируют, опять-таки для входа в ваше мобильное приложение через функцию «забыли пароль». Вы диктуете номер, боясь, что ваш телефон сейчас отключится. Якобы это продлит договор, и мошенники получили доступ к вашему приложению. Кроме того, мошенничество четвертый тип с различными сайтами, например, госуслуги, или же, например, обновление полиса ОМС. Обязательного медицинского страхования. Мошенники точно так же говорят: у вас заканчивается срок действия чего-то, вам нужно записаться на прием, и я вас сейчас, как сотрудник этого госоргана, поставлю в электронную очередь. Вам придет сейчас смс с номером, продиктуйте мне его, чтобы я по этому номеру вас поставил в очередь на такое-то число. Вы сами причем говорите: да, мне удобно подойти тогда-то, в такое-то время, и он точно так же получает доступ. Пятый тип, самый из распространенных. Вам пишут в социальных, в мессенджерах, чаще всего в Телеграме. Якобы поддержка Телеграма говорит: у вас сейчас будет удаление аккаунта. По разные причины. Вы опять попадаете в стрессовую ситуацию. Там дается ссылка для того, чтобы продлить ваш аккаунт. Она ведет на фейковый фишинговый сайт. Там может быть написано что угодно. Телеграм с какой-то одной точкой, буквой и так далее. Вы также переходите туда, вас просят ввести данные, вы вводите, и мошенники получили доступ. Следующий тип, он менее распространен у нас, но достаточно хорошо распространен вообще в мире. Это объявления в социальных сетях, например, в Фейсбуке или в Инстаграме. Вы видите просто как будто бы рекламу, которая сообщает о том, что такой-то меценат или очень богатый человек, или правитель, там, не знаю, премьер-министр наш, я видел однажды даже рекламу, или даже президент раздают бесплатно деньги. То есть вы моментально, здесь уже идет воздействие не на страх, а на ваши желания.
вы знаете, я бы не назвал бы это алчностью, но это желание, ну как же, вот раз раздают Срубить бесплатно. по-легкому бублица. Конечно. Быстро, Я легко. хочу их получить. Почему все получают, а я, например, не могу? Используют обычно очень известных людей. Я даже больше скажу, буквально вчера я ознакомился на профильном канале со статистикой. Имя миллиардера Уоррена Баффета в США использовалось в таких фейковых рекламных объявлениях. На этом общие потери составили более 70 миллиардов долларов. Это только США, чтобы вы понимали. В Узбекистане, например, где я работал последние 3 года, был очень популярен с участием Алишера Усманова, который является узбеком по происхождению. И это преподносилось, что он заботится о гражданах, о соотечественниках, его задача свое богатство распределить и так далее. Все это ведет после нажатия на подобную рекламу, опять-таки на фишинговый сайт, где вас просят ввести для получения якобы денег данные своей карты, причем все абсолютно. Точно так же получить смс, чтобы деньги зачислились, это доступ просто-напросто к вашему мобильному приложению банковскому. Следующий, менее опять-таки распространенный у нас, это объявление о работе и каком-то легком заработке. Например, вам пишут: вы знаете, мы вот открыли компанию, которая, самый распространенный кейс, который позволяет легко заработать. Что нужно делать? Вы заходите на Marketplace уже и голосуете за товары, ставите им оценку. Вы действительно попадаете на Marketplace и начинаете ставить оценки, не знаю, там за какую-то книгу, какой-то товар, который якобы кто-то продает. Вам высылают первую сумму, например, 300-500 сомов. Вы молодец, вы типа заработали. Дальше начинается развилка. Либо вас просят ввести для получения этих денег, опять-таки, все данные своей карты, ввести точно так же код для доступа в мобильное приложение, либо вам говорят: но теперь, чтобы вы еще больше поработали, вам нужно что-то купить. Либо перечислите нам, пожалуйста, уже 1000 сомов. Вы перечисляете, ну вы же только что получили, например, 500, да? Ну что там, даже если что-то пойдет не так, я потеряю всего лишь 500. Вы переводите, вам говорят: ага, теперь ты получаешь 2000. Вы их реально можете получить. Мошенники иногда до 3 раз переводят вам входящие платежи, чтобы вас зацепить на удочку. В результате это оканчивается тем, что вы уже мошенникам переводите сумму, например, 50 тысяч, 100 тысяч, и они начинают из вас их выуживать. Либо, как я уже сказал, в один из моментов вас просят для большей суммы дать данные своей карты, и опять вы теряете доступ к своему приложению. Случай, который сейчас набирает ход в России. Вам в мессенджере неизвестный номер присылает файл, в котором написано фото.апк. Латинскими буквами АПК. Что такое АПК? АПК – это расширение приложения, которое устанавливается на мобильные телефоны. Вот все, что мы устанавливаем себе на мобильный телефон, это все имеет расширение АПК, как в обычном десктоп-компьютере, это файл .exe, исполняемый файл. Если вы кликнете на это фото, запустится программа Троян, которая сама установит либо какое-то приложение, считывающее ваши данные, самостоятельно, даже без вашего ввода, либо еще какую-нибудь неприятную вещь в вашем телефоне сделает. Может, например, включить доступ к вашему экрану, и вы об этом даже не будете знать. Мошенники будут это записывать, вы зайдете в мобильное приложение, введете, например, код, если у вас не стоит, не знаю, там, верификация по пальцу, и точно так же они получили доступ к вашему приложению. Последние два у нас также менее распространены пока. Это инвестиции. Вы подписываетесь на какой-то канал, в котором рассказывается про то, обычно это в Телеграме, про то, что вот, значит, акции такие-то растут и так далее. Когда набирается критическая масса, мошенники выходят на сцену. Они начинают публиковать сообщения. Посмотрите, какие выплаты я сделал для таких-то людей. Вложил типа человек 20 тысяч, выплата его составила 100 тысяч, моя там прибыль 30 тысяч. И очень много этих скриншотов. Это все поддельно, этих людей не существует, это все создано самими мошенниками. Более того, поскольку мы находимся в странах Средней Азии, мусульманских странах, очень часто эти мошенники прикрываются людьми верующими. Это обычно девушки, покрытые в платке, которые говорят: я инвестирую по исламским принципам и так далее. И они точно так же играют уже на религиозной вере людей, в том, что все будет правильно и так далее. И последний, это могут быть
быть звонки из каких-то органов, например, пенсионного фонда. Тоже в России сейчас распространенная схема, пока к нам не пришла прям массово. Звонят и говорят, например, у вас не начислен стаж за пенсию. То есть вы должны были получать пенсию, например, за 40 лет работы. Мы по какой-то ошибке вам начислили всего лишь 36. Вам надо срочно записаться в электронную очередь. Дальше идет стандартная схема с заказом СМС, считыванием кода и получением доступа к вашему приложению. Вот это вот, уважаемые зрители, 10 наиболее популярных видов мошенничества. Пока вы рассказывали, Максим, много вопросов пришло, но вот один из них хочу вам озвучить. Перевели крупную сумму денег на ваш счет, позже вам пишут, что неправильно ввели номер и просят перевести им обратно. Но номер совершенно не похож на ваш. Стоит ли опасаться подобных случаев и что в этом случае делать? Несомненно. Значит, смотрите, действительно ошибки существуют. Это факт. Иногда мы ошибаемся, да, и, например, вместо одной цифры можем там другую ввести, деньги уходят на неправильный номер. Что вас должно смутить, если человек просит перевести эти деньги на другой номер? Это означает, что, скорее всего, вы станете соучастником преступления. Мошенники сами деньги не выводят. Они, когда получают суммы денег, подключаются так называемые дропперы. Дропперы – это люди, которые, не осознавая либо осознавая, начинают уже какими-то суммами эти деньги распределять дальше. И, к сожалению, став одним из таких, вы попадаете под уголовную ответственность. Поэтому, да, человек мог ошибиться. Даже если это был мошенник, вы должны вернуть эту сумму денег обратно на тот же номер, с которого они к вам поступили. Только таким образом. Никаким, к сожалению, другим. Вот, друзья, очень конкретно, очень детально Максим, мне кажется, ответил на этот вопрос. Да, теперь мы знаем, предупрежден, значит вооружен, но вот понятное дело, что и на старуху бывает проруха, и обезопасить себя на 100% ну никак не получится. Но тем не менее, Асель, Максим, вот какие-то базовые, я не знаю, ну вот для чайников рекомендации давайте сформулируем, как обезопасить себя, ну вот чего ни в коем, вот прям 3 «не», чего ни в коем случае нельзя делать. Ну, вот как уже отметил Максим, на самом деле много случаев, да, перечислил, но самые базовые вещи, о которых важно помнить всегда, не переходить по неизвестным ссылкам, да, вот это прям распространено у нас, говорят, мы перевели вам деньги, перейдите сюда-то, получите деньги, заработайте, еще что-то, легких денег не бывает, да. Опять-таки, если вам написали, звонят с мессенджера с неизвестного номера, прям по видеоколу, это тоже должно насторожить. Кто будет звонить, да, неизвестный номер, либо используется логотип какой-либо компании популярной. Опять-таки, наши сотрудники, важно понимать, не звонят. Они не звонят и не говорят, там, заплатить, возьмите кредит, оформите, да, какие-то вот такие запросы не бывает с банка. Это важно понимать, важно об этом помнить. И ни в коем случае не предоставлять свои персонифицированные данные, опять-таки, тот же самый CVV-код, номер телефона, любые личные данные, паспортные данные, любые данные нельзя предоставлять, это очень важно. И, конечно, любая ситуация – это наша ответственность в первую очередь. Мы должны понимать, что сейчас век технологий, век информации, очень много быстро развиваются мошеннические вот эти действия, да, ситуации, случаи возникают. Не только у нас, не только в нашей стране, за рубежом, везде это вообще очень частые случаи. Я вот во время разговора вспоминал почему-то все время фильм «Пчеловод» с Джейсоном Стэттемом, где вот как раз-таки очень хорошо это показано, да, как это работает, в частности, в Соединенных Штатах. Поэтому вот в разговоре сейчас мы не можем рассказывать прям детально, какие методы мы используем, потому что, опять-таки, чтобы этим мошенникам не помочь. Абсолютно, это важно понимать. А каковы шансы, если ты все-таки стал жертвой мошенников, что, ну, во-первых, каковы шансы, что ты подпадешь под какую-то ответственность, вот как вы правильно сказали, Максим, что ты можешь не осознавать, но стать соучастником преступления? Как вот в этой ситуации быть? Что делать человеку, если вдруг он все-таки, ну, случилось это? Ну вот буквально сегодня мы публиковали информацию совместно с прокуратурой города Бишкек, совместно с Главным управлением внутренних дел. Уже с января этого года только возбуждено 550 уголовных дел. Да, это вот ситуация между нами там, и между правоохранительными органами, клиенты, которые попались. Это только случай там, одного банка. Да. Уже на самом деле правоохранительные органы работают, мы с ними тесно отрабатываем каждую ситуацию. Заявителю, клиенту, который попался, к сожалению, мошенникам, необходимо обязательно заявить, написать заявление, обратиться к нам, обратиться в правоохранительные органы. Каждый случай, каждая ситуация рассматривается, детально проводится диагностика.
И важно об этом незамедлительно сообщать, сразу же сигнализировать. Что мы для этого сделали? Мы добавили при звонке в контакт-центр кнопку номер 1 «Сообщить о факте мошенничества». Эта кнопка идет на выделенную линию сотрудников, где очень быстрая скорость ответа. И там можно достаточно быстро сообщить о том, что вы пострадали. Это повышает шансы нашего клиента на то, чтобы мы успели предпринять действия, заблокировать счета, карты, и деньги не ушли куда-то дальше. Но здесь очень важно понимать, мошенники сейчас действуют по схеме банк-то-банк. Они не выводят деньги, которые они от вас только что получили, внутри, например, банка. Они выводят их в сторонние банки. Да. И здесь уже взаимодействие не может быть быстрым и эффективным по той простой причине, что мы никогда не сможем между банками наладить настолько быстрое взаимодействие, чтобы, например, моментально там связаться со вторым банком и сказать: пожалуйста, блокируйте вот эти переведенные деньги. Это происходит. Обмен информацией между банками идет, чтобы вы и наши зрители понимали. Банковская отрасль сама очень сильно страдает от этих фактов, поэтому мы взаимодействуем не только с правоохранительными и государственными органами, мы взаимодействуем еще на уровне самих банков. Что делать, если, как я уже сказал, если вам пришел перевод, вас просят перевести? Во-первых, не переводите эти деньги, а лучше всего вообще заявить об этом случае в милицию. Потому что это может напугать мошенников, и если он поймет, и вы сообщите мошеннику, что я переведенную сумму никуда не буду отправлять до тех пор, пока милиция не заведет дело, в этом случае, скорее всего, он вообще от вас отстанет и, боясь уголовной ответственности, перестанет вас беспокоить. Если вы все-таки стали сами жертвой мошенника, у вас вывели деньги, немедленно свяжитесь с банком. У нас номер 3333, он доступен круглосуточно, кнопка номер 1, которая идет сразу же после выбора языка обслуживания. Мы это сделали специально, то есть если вы пострадали от мошенников, вам не надо слушать информацию о том, что сейчас есть, например, что-то там, я не знаю, у нас не работает, какой-то сервис отключен временно и так далее, вы сразу же попадаете на линию. Что очень важно, к сожалению, после создания этой кнопки, которая была создана для тех, кто реально пострадал от мошенничества, мы видим, что очень много людей нажимают эту кнопку необдуманно и задают там просто вопросы, не касающиеся мошенничества. Я очень прошу наших клиентов относиться с пониманием и заботиться друг о друге. Эта линия создана исключительно для тех, кто реально пострадал от мошенничества. Если у вас есть обычный консультационный вопрос, пожалуйста, проследуйте дальше, минуйте эту кнопку, попадите в главное меню IVR, где уже вы сможете дальше соединиться с обычным оператором, который поможет вам решить ваш вопрос. Да, у нас бывает иногда долгое время ожидания, тем не менее, если вы дождетесь, обязательно любой звонок будет отвечен. К сожалению, время наше заканчивается, но хочу еще парочку вопросов буквально коротенько успеть озвучить. Я так понимаю, что и внутри банка вы своих сотрудников тоже готовите, ну скажем так, реагировать на самые разнообразные случаи. Конечно, все. Да, эта работа ведется на постоянной основе. У сотрудников есть все инструкции, все скрипты. Они знают, что нужно сделать. Более того, мы максимально предоставляем сотрудникам возможность принять решение здесь и сейчас. Я не могу рассказывать, что они конкретно делают. Я не прошу конкретики, просто чтобы люди понимали, что банк обращает на это внимание, что это тоже прерогатива заботиться о клиентах, Конечно, в том числе мы тоже и этим. являемся пострадавшей стороной, важно понимать, да, в любой такой ситуации. Поэтому мы заинтересованы обезопасить наших клиентов. Несомненно. Кроме того, банк тратит очень большие деньги на закупку новых систем, которые противодействуют мошенничеству. Что очень важно понимать, и я хочу еще раз обратиться к зрителям. Предотвратить случай мошенничества можете только вы сами, потому что только трезвый ум в тот момент, когда вам кто-то звонит, умение не повестись на манипуляцию мошенников позволят вам рассуждать здраво, логически, повесить трубку и перезвонить в банк, задав вопрос: скажите, пожалуйста, действительно ли там происходит что-то такое, на меня пытаются оформить кредит или нет. Что еще очень важно помнить: не пытайтесь разыгрывать мошенников. Некоторые люди мошенников сейчас вычисляют сразу же, и они пытаются их разыгрывать. Минут 20 с ними общаются, делают вид, что значит, не понимают, что происходит. Мошенники сейчас стали очень мстительными. Что они делают? Они через подмену номера ваш номер подменяют и как будто бы звонят другим людям,
с вашего номера. Когда люди осознают, что они пострадали, они начинают перезванивать на ваш номер. И такие кейсы сейчас очень распространены. Людям приходится отключать телефон на несколько месяцев, либо полностью блокировать звонки с неизвестных номеров, которые не сохранены в При том, записной что книжке. потом еще и правоохранительные органы могут Разумеется, прийти. да, конечно. разумеется, а так и происходит, и вам приходится объясняться, доказывать, что это не вы и так далее. Поэтому, если звонит мошенник, если вы понимаете, что это он, просто повесьте трубку. Даже не говорите ему, что я понял, что вы мошенник. Он будет перезванивать вам второй, третий раз, просто сбрасывайте, он поймет, что вы его раскусили, и вас оставит в покое. Господа, спасибо огромное, правда, я думаю, что это был один из самых вообще полезных эфиров. Огромная благодарность вам. С удовольствием напоминаю, что у нас в гостях был Спасибо директор за по клиентскому опыту и обслуживанию клиентов МБанк Максим Калинченко. Максим, спасибо. Очень конструктивно, Благодарю за очень полезно. приглашение. И директор по связям с общественностью и коммуникациям МБанк Василий Букеев. Василий, спасибо огромное. Все было чудесно. Спасибо, удачи вам в вашем нелегком деле. Ну и, друзья, да, я сам как пользователь первого цифрового МБанка, ну, могу только поблагодарить за сервисы. Мы прощаемся с вами ненадолго, после чего поприветствуем создателей фильма «Качкын», который совсем недавно на Пусанском кинофестивале весьма и весьма успешно выступил. Не переключайтесь.